Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Избранный президент Абхазии Бадыр Гунба посетил село Гуада Чимчирского района, где встретился с местными жителями и принял участие в открытии спортивного зала при Гуадской школе. Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба состоялось заседание штаба по борьбе с майнингом криптовалют. Совсем скоро на территории республиканской больницы появится первый в Абхазии ангиограф. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадыр Гунба посетил село Гуада Чимчирского района, где встретился с местными жителями и обсудил с ними насущные проблемы. Избранный президент также принял участие в открытии спортивного зала при Гуадской школе, в котором были проведены ремонтные работы при содействии государства. В поездке Бадру Гунба сопровождали избранный вице-президент Бестан Бигвава и спикер парламента Лаша Ашуба. Этого дня ждали все – педагоги, ученики и их родители. И вот он, новый, комфортный, обновленный спортивный зал, получивший вторую жизнь. Перед торжественным открытием спортзала исполняющий обязанности президента Бадыр Гунба, избранный вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, представители общественности и школьники возложили цветы к мемориалу жителям села Гуада, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. Это кадры спортзала до ремонта. Пола вовсе не было. Его заменял гравий. Но даже в таких условиях учащиеся показывали хорошие достижения в спортивной жизни. В короткие сроки проделана большая работа. В школе обучаются 25 детей. Совершенно новый и красивый спортзал стал для них отличным подарком. Праздничное настроение чувствовалось во всем. И в хорошем настроении ребят, и взрослых, и в торжественной музыке, разносящейся по обновленному спортивному залу, и в выступлениях ребят. Спорт – один из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. Выступающие выразили надежду, что с новым спортивным залом будут новые спортивные достижения и сохранены лучшие традиции школы. Обновление спортзала стало возможным благодаря поддержке Бадры Гунба. В своей речи исполняющий обязанности президента отметил важность всесторонней поддержки абхазских сел, подчеркнул особую роль села в сохранении и развитии абхазского языка и традиционной культуры. Табуха, Ахара, Арихара, Ахвалпша, Эхай, Яптота, Глазайша, Агуга, Кырджерейхна, Асипш, Ауско, Мехгаду, Хара, Пенткара и Патнизмо, Хапсуардло, Ардо, Хар, культура, Рхвалща, Хыцнахо, Кыто, Убреганахила, Яхалшузик, Ахзот, Акыта Ахацкаларызы. Ара Сарасыла Цыдула избит, Эйвайпшим, Его, Атагылаза, Шаудаю, Бзидзан издырот район Хадара, Юптер Глоза Старов, Яхубзалаги, Его проблему Хазиги Цхзипшу, Яхалшу Ганахила, Харта Усква, Хархацкалот, Хадлер, Артагылаза, Шейхбраза, Дачизныги, Табу, Хархасу, Шараш Мухчала, Джибаз Боа, Анхавюа, Кыта, Ипнхуава, Ихах, Кытапе, Ипханих Шимо, Табу, Хараса, Стопу, Арцвича, Кыта, Аджиба, Нудз Боа, Апчукузадзо, Шаринджо, Джиба, Мурзразы, Хара,
Казахёб, Спикер парламента Лаша Ашуба приветствовал в своем родном селе избранных президента и вице-президента. Он отметил, что это большое событие для села и поблагодарил руководство страны за оказанную помощь. Одна из первых встреч в селах Абхазии проходит в нашем родном селе Гуада Ачимчирского района. Сегодня и повод есть. Я думаю, что еще много поводов будет для совместных встреч в этом селе. Я со своей стороны от имени жителей села, от имени, владцев, хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили наше село, за то, что оказываете помощь. Беслан Владимирович на протяжении всего времени оказывал не только нашему родному селу, но и всем селам Ачимчирского района большую помощь по мере возможностей. Бадр Зурабович, вам отдельная благодарность, что вы, несмотря на такой загруженный график, нашли возможность сегодня приехать в наше село. И, конечно же, спасибо владцам. Ремонт спортивного зала – прекрасная возможность для улучшения здоровья и досуга обучающихся. Спортзал уже зажил своей обычной шумной жизнью. И кто знает, возможно, кто-то из этих ребят в будущем станет известным спортсменом. Шазина Ханагу, Аляс Курсая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. По итогам прошлого года выявлено 2059 единиц оборудования для добычи криптовалют. В этом году, по данным МВД, изъято 93 аппарата. Отмечается значительное снижение среднесуточного объема потребления электроэнергии, однако собираемость платежей остается низкой. Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба состоялось заседание штаба по борьбе с майнингом криптовалют. Репортаж Али Китрабш. По итогам 2024 года было выявлено 2059 аппаратов по добыче майнинга криптовалют. В текущем году изъято 93 аппарата. Все они помещены на складах хранения. По словам исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, в целом результаты есть, но данные показывают, что майнинг имеет место быть. По последним данным, потребление электроэнергии в сутки снизилось с 10 миллионов киловатт-часов до 5,5 киловатт. В основном это связано с потеплением. Джансух Нанба также сообщил, что министерство разработала законопроект, предусматривающий уничтожение изъятого майнинг-оборудования. Если коротко, суть этого изменения заключается в следующем. На протяжении всей работы по борьбе с майнингом надзорные органы сталкивались с проблемой уничтожения. Санкция статьи предполагает конфискацию, но возникала проблема уничтожения, в связи с чем связано накопление этих машинок на соответствующем складе. Наша инициатива полностью решает, законодательная инициатива полностью решит эту проблему. У соответствующих уполномоченных органов появится возможность при решении суда о конфискации соответствующего оборудования, которое использовалось для производства и добычи криптовалюты, уничтожать в установленном порядке. Общий объем собираемости за электроэнергию в 2024 году составил 48,4%. В первые месяцы текущего года собираемость за потребленную электроэнергию составила всего 26,6%. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба особо подчеркнул, что борьба должна вестись не только с майнингом, но и с недобросовестными потребителями, которые незаконно подключаются к электросетям. Он призвал соответствующие службы усилить работу в этом направлении. Я очень прошу обратить внимание на то, что необходимо, будем говорить мягко, более тщательно этим заниматься, более тщательно. Так не должно происходить. Бадр Зурабович поставил конкретные задачи по борьбе с этим явлением. Как явление, наверное, сейчас это в принципе еще какое-то время не исчезнет, но к этому надо стремиться. Мы наносим сами себе и своему государству в этом смысле огромный ущерб. Мы все прекрасно знаем цену за 1 киловатт, когда мы ее приобретаем у наших коллег в Российской Федерации. Но неужели этого стоит? Вот сейчас гуманитарный переток шел, он тоже цену имеет, но для нашего сознания, наверное, мы все понимаем, что он гуманитарный, он бесплатный, но он же не бесплатный.
По данным МВД, в текущем году их сотрудниками изъято 93 аппарата. Заместитель председателя таможенного комитета Зураб Ашуба сообщил, что таможенными органами в прошлом году было изъято 262 аппарата для майнинга, а за последние 2 недели 6 единиц. Усиливаем позиции как на самом таможенном переходе, так и по посттаможенному контролю. Основная львиная часть изъята – это посттаможенный контроль. Потому что прибегают с разными исключениями, разбирают на мелкие части, дробят и на месте фактически. В настоящее время по всей стране установлено более 28 тысяч приборов учета. В 2025 году работа в этом направлении будет продолжена. Сотрудники Черноморэнерго на совещании предложили свои методы по борьбе с незаконным подключением к электросетям и майнинга криптовалют. Члены штаба согласились с предложениями. Также исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба предложил создание биллинговой системы учета. Всеми необходимыми ресурсами, в том числе и финансовыми, решение данного вопроса обеспечено. Необходимое оборудование техническое закуплено, то есть приобретены соответствующие приборы для хранения информации, соответствующие системы, связывающие приборы учета с биллингом. То есть достаточно большая работа проведена. Теперь осталось только завершить ее и принять ее, так скажем, в работу. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба особо отметил, что если ситуация с собираемостью за электроэнергию и незаконным подключением к электросетям не изменится, то страна может оказаться на пороге энергетического коллапса, как это было в декабре прошлого года. Владимир Делба призвал к ужесточению мер по борьбе с незаконным майнингом. Сейчас большая беда – это потребление электроэнергии. Мы же с вами прекрасно понимаем, социально-экономическое развитие нашей страны, оно в том числе состоит из многих компонентов и в том числе состоит из электроэнергии. Но ее, если не будет или не хватает, ну как мы будем развиваться? В завершении заседания штаба по энергетической безопасности были даны соответствующие поручения службам и ведомствам. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. Граждане Абхазии, имеющие также российское гражданство, могут беспрепятственно пересекать российско-абхазскую границу по абхазским паспортам. Как прокомментировал в нашей программе министр иностранных дел Сергей Шамба, между Абхазией и Россией существует договор, согласно которому границу можно пересекать по любому паспорту. В Министерство иностранных дел поступает информация, непроверенная, правда, зачастую, о том, что проблемы возникают на границе с Российской Федерацией при пересечении для граждан, имеющих двойное гражданство, представляющие абхазский паспорт, якобы требуют российский паспорт. Ну, этот закон был принят еще в 2023 году, и с этого времени иногда возникают какие-то вопросы, но так, чтобы по этой причине кого-то не впустили в Россию, таких фактов у нас нет. И вот сейчас недавно, видимо, были несколько случаев, связанных с тем, что люди сейчас едут для того, чтобы оформлять пенсионные карты и демонстрируют и абхазский паспорт, и российский. Поэтому у них возникают вопросы. Но никого по этой причине не задерживали, всех пропускают. И мы сейчас переговорили тоже с соответствующими службами, и с посольством российским, и с теми, кто занимается этими вопросами. Не должно быть проблем. У нас договор с Российской Федерацией, и там признано, что по любому из этих паспортов, российскому, абхазскому, по загранпаспорту российскому, по внутреннему паспорту, по абхазскому загранпаспорту, по абхазскому дипломатическому, по всем этим документам можно пересекать границу. С 23-го еще года действуют такие правила, и иногда, изредка, правда, возникали такие случаи, но особых проблем не было до сих пор. Ну, чтобы в будущем всякие такие возможные случаи предупредить, мы хотим все-таки проработать какой-то более четкий механизм.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказала в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты бывшего директора Абхазтопа Беслана Авицба. При этом в резолютивную часть приговора внесены изменения в части назначенных наказаний. Беслану Авицба назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей в доход государства. Гражданский иск на сумму более 144 миллионов рублей в пользу Абхазтопа оставлен без изменений. Напомним, что приговором Сухумского городского суда от 16 июля прошлого года бывший генеральный директор РУП Абхазтоп Авицба Беслан Иванович был признан виновным в хищении путем присвоения и мошенничества в период с 2016 по первое полугодие 2020 года денежных средств в сумме 144 миллиона 172 тысячи рублей. Не согласившись с выводами суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала приговор в кассационную коллегию Верховного суда. Приговором Верховного суда Рудольф Саканя, уроженец и житель Гудаутского района, обвиняемый в умышленном убийстве гражданина Цоцория, произошедшем 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье, а также незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия, признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданский иск супруги и матери погибшего на сумму 1 миллион рублей. Саканя вину в предъявленном обвинении ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия не признал. Он скрывался от органов расследования более 12 лет и был задержан 17 ноября прошлого года. У жителя Ачимчирского района изъято наркотическое средство. Подробности в оперативной съемке МВД. Незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое средство изъято у жителя села Кутол Саканя Тимураза Зауровича, 1983 года рождения. Товарищ задержанный, имеется ли при вас что-нибудь запрещенное в гражданском обороте, оружие, наркотики, боеприпасы, психотропные вещества? Если имеется, укажите, пожалуйста, где оно у вас хранится. Имею план, без него не могу, курю постоянно, в кармане лежит, могу показать. Граждане понятые, обратите внимание, в левом переднем кармане носимых брюк гражданина Саканя синего цвета обнаружена белая пачка из-под сигарет фирмы «Арарат», в которой хранится фольгированный сверток серебристого цвета. Гражданин Саканя был задержан в селе Дранда Гулырбского района в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий с сотрудниками уголовного розыска районного отдела внутренних дел. Принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству каннабис установлена в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии. Группой дознания Гулырбского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, в отношении гражданина Саканя возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия последний отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Новые возможности абхазской медицины. Совсем скоро на территории республиканской больницы появится первый в Абхазии ангиограф. Благодаря новому оборудованию у пациентов появится возможность, не выезжая из страны, проводить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а также проводить операции. Строительство отдельного помещения для современного высокотехнологичного аппарата уже идет. На месте работ побывала Гугу Цавардания. Шаг вперед в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем скоро в Абхазии появится первый ангиограф. Это современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Действительно, такого уровня эндоваскулярной хирургии в республике никогда не было. Это впервые такой аппарат, ангиограф, будет установлен на территории республиканской больницы. Благодаря помощи Российской Федерации. Российская Федерация предоставляет нам оборудование современное. Для ангиографа на территории республиканской больницы будет построено новое помещение, которое соединится с главным корпусом медучреждения. Ангиографический комплекс займет 169 квадратных метров во дворе головного республиканского медучреждения. Здесь все будет оснащено под эндоваскулярную хирургию.
То есть там будет операционная, где непосредственно будет стоять ангиограф, значит, будет предоперационная, все необходимые помещения, которые будут согласованы, на сегодняшний день согласованы с Российской Федерацией по Санпину, по всем нормам и критериям, которые вводятся в Российской Федерации. То есть пациент, который приезжает на территорию республиканской больницы, это будет отдельная пристройка на заднем дворе через определенный рукав. Теперь граждане Абхазии с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получить помощь, не выезжая за пределы страны. Ангиограф – это возможность проводить коронарографию сосудов и сердца, а также стентирование. Вы знаете, что если происходят инфаркты или инсульты, и нужно оказывать помощь пациентам в виде эндоваскулярной хирургии малоинвазивной, то мы ближайшие, это Сочи, 4-я больница, и потом это Краснодар, краснодарские клиники, 1-я краевая, там мы санавиации возим, но вот это я уже много раз говорил, золотой час, он теряется, поэтому было принято решение совместно с российскими коллегами, и на встрече с Михаилом Альбертовичем Мурашко этот вопрос обсуждался, о том, что здесь нужен вот такой, условно говоря, региональный сосудистый центр, где будет весь комплекс этих мероприятий оказываться на территории республики. Проектно-сметная документация ведется Управлением капитального строительства Абхазии и Минздравом России. Проводятся консультации с профильными российскими медучреждениями. Уже началась подготовка специалистов для работы в ангиографическом комплексе. То есть это наши кадры, которые сейчас поедут на рабочие места в российскую клинику, будут проходить стажировку на таких же аппаратах в российских клиниках. Потом мы уже договорились о том, что и это все согласовано, все эти позиции согласованы с Минздравом Российской Федерации, лично с Михаилом Альбертовичем, о том, что на первом этапе приедут ведущие российские специалисты, которые будут начинать вместе с абхазскими коллегами эти вот оперативные вмешательства, как бы курировать эти направления, ну и потом постепенно уже наши все это будут сами делать. Ну, такой контроль на первом этапе, он будет присутствовать из крупных федеральных российских центров. И это правильная позиция, потому что ну, так надо, во всем мире такая практика. Ангиограф в Абхазии появится благодаря договоренностям и поддержке российского Минздрава. Строительство помещения под оборудование финансируется за счет средств абхазского бюджета. Было совещание у исполняющего обязанности премьер-министра Делба Владимира Валерьевича. Присутствовал я и присутствовал Тимур Михайлович Агрба, это управление капитального строительства. Владимиру Валерьевичу Делба было дано поручение осуществлять строительство необходимого помещения под ангиограф средствами Республики Абхазия. Предварительная дата открытия ангиографического комплекса 1 июля. Гугу Савардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу 21 марта в Абхазии ночью и утром местами возможен дождь, туман. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 1-6, днем 5-10 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.